Зачем? Откуда? Почему? Что и куда? На вопросы отвечает Забый! Интересная игра. Привет, Жураленок! Ты что, гостей ждешь? Здравствуй, Алиса. А вот и нет, не угадала. Я готовлю городским птичкам еду, потому что им зимой нечего есть. Вот и я приготовлю им обед. Жураленок, разве птички будут есть котлеты? А почему? Они ведь очень вкусные. Нет, просто птицы котлеты не едят. А что они едят? Я думал то же самое, что и мы с тобой. Нет, птички питаются по-другому. Давай спросим у ребят, что они любят. Котлеты, колбасу, зернышки и хлебные крошки. Правильно, конечно, птички любят зернышки и хлебные крошки. А как же мы им дадим зернышки и хлебные крошки? Не в снег же их бросать. Да, действительно, надо что-то сконструировать. Нам поможет профессор. У него много идей. Прием, профессор. У нас проблемы с питанием. Немедленно выезжайте. Что случилось? Кого накормить? Нам надо накормить птичек. А чтобы пройти дальше, давайте выучим слово на татарском языке. Жураленок, как будет по-татарски суп? Аш. Аш? Правильно, аш. Я хотел накормить птичек настоящим обедом. Сварил суп и котлеты пожарил. А ребята говорят, что птички это не едят. И правильно говорят. Птичкам лучше давать зернышки и хлебные крошки. Но знаете ли вы, что им совсем нельзя давать рис? А куда мы положим корм для птиц? Может, открыть для них столовую? Да, только птичья столовая особенная. Для птичек делают кормушки и вешают их на деревья. Давайте все вместе сделаем удобные и правильные кормушки для птичек. А чтобы пройти дальше, давайте выучим слово на татарском языке. Жураленок, как будет по-татарски зима? Каш. Кыш? Правильно, каш. Ребята, вы уже сделали кормушки? Молодцы! И я свою кормушку уже повесил на дерево. Алиса, пойдем посмотрим, сколько птичек на нашей кормушке. До свидания, ребята!